Женщине не место в окопе. Этот постулат почти никогда и никем не оспаривается. Но разведчица Марта с этим в корне не согласна. И вопрос журналистов о том, почему она пошла добровольцем на СВО, раздражает ее больше всего. Что там девушки делают, почему ты туда пошла, почему там не сидишь дома, не рожаешь детей, это вообще бесит. Мужчины также могут сидеть дома, мужчины на самом деле намного нужнее дома, я считаю. То, что женщинам очень тяжело и морально, то, что у нее там 3-4 ребенка, а ее муж куда-то уехал. Финансово понятно, что помогают часто, но нужна физическая помощь часто, вот именно и моральная, то, что человек рядом, ты не волнуешься, там девушки с ума сходят, реально многие семьи так распадаются. Ну, не дожидаются девушки, но где-то можно их понять. То есть я не вижу разницы мужчины, женщины, там, девушки, говорят, более выносливые, во-первых, там, если они рожают. Недавно друг рассказал, что хоть я там и воюю вместе со всеми на передовой, но воспринимают меня все равно как девушку, не как, некоторые, наверное, не как бойца. Я как-то не чувствую особой разницы, да, немного, может, где-то поснисходительней, там, может, там тяжести какие-нибудь не доверят носить, но в основном все то же самое. Марта выросла в детском доме. С юных лет занималась спортом, легкой атлетикой, бегом, плаванием. Мастер спорта по стрельбе. После окончания школы девушка поступила в Казанский федеральный университет. Ее будущая специальность – переводчик с английского и немецкого языков. Марта надеется, что так быстрее сбудется ее мечта о путешествиях по миру. А вот другое желание поступить на военную службу уже исполнилось. За плечами 2 командировки в зону СВО, и Марта собирается на 3-ю. Помню, еще в детстве хотела поступить куда-нибудь там в Суворовск или в кадетскую школу какую-нибудь. Что-то я там даже пыталась в кадетку какую-то поступить. Тут вот тоже СВО началась. Я поняла, что там можно даже без образования туда попасть. Я стрелковым спортом занималась тоже, дало, наверное, свое какое-то начало. То, что, во-первых, с командирами так познакомилась, мы вместе стрелковым спортом занимались, с которым я изначально туда попала. Вот под Москвой на полигон. И там уже смотрели на мои способности, как я стреляю, что я умею, там выносливость. И все, там решают, брать тебя, не брать, все. Так вот я попала в Херсонскую область. Даже боевая специальность у Марты вопреки традициям. Если чаще всего девушки на войне медики, связисты, повара, то Марта – разведчик. Особая, легендарная каста военных, в которую попадают самые отважные и подготовленные. Мы вообще в своих домах жили, то есть, такие же домики, вот частный дом, разместились, что запомнилось там, не знаю, классно было то, что знакомство с ребятами, то, что все из разных, там, один десантник, в основном у нас десантники, потому что почему-то ВДВшники взвод был, кто-то там с разведки, вообще спецназовцы, такие ребята, вот интересно, и сапер был, и минометчик, то есть разные ребята, вот слушала, набиралась опыта, то есть они меня обучали какое-то время всяким дисциплинам. Инженерная подготовка, это касаемо саперского дела, и медицинская подготовка, у нас медик там в соседнем доме жила, штурмовых действий, и снайпера свои навыки оттачивали. Так, казанская студентка Марта стала разведчицей с позывным «Алекс». Строгое мужское имя она взяла из мультика. Алекс, это мы с командиром что-то ехали на базу, где распределяют ребят. И вот он мне сказал, выбирай этот позывной, только быстро мы вот уже подъезжаем. Я такая думала, там. Вспомнила вот мультик «Мадагаскар», там лев Алекс. Мы в дороге что-то смотрели, по-моему, вот, и Алекс так и осталась. В основном ты редко вот знаешь даже близких ребят, как зовут на гражданке, там только ВКонтакте тебе добавляются, это, оказывается, Игорь. То есть я не знала даже вот с человеком полгода вместе на соседних кроватях спали. Не знаешь, как его зовут. Бывает. Конечно, появление девушки в роте разведки – событие не рядовое. Но очень быстро Марта доказала сослуживцам надежность и силу своего характера. Нормально восприняли, сначала немножко удивленно, но ничего. В моем взводе, по крайней мере, очень доброжелательно относились. Наоборот, приятно, что все пацаны, хоть одна девочка у них во взводе. Может, даже легче в мужском коллективе несколько работать. Никто тебя не обижает, никто не трогает. Какие-то там отношения межличностного характера уже запрещены. То есть
все понимают. Но серьезные ребята, там все добровольцы, уже за плечами по 5-10 лет ВДВ. Ну, они не дураки, у них свои жены дома. Мы даже с ними знакомы, со многими. Такие же отношения, как везде, не знаю, разницы не заметила особо. За мою спиной ни разу никто не прятался, наоборот. Мне всегда давали выбор, хочешь езжай на передовую, хочешь нет. Перед каждым выбором прям командир подходил, поедешь нет. Я, то есть, либо составляю на тебя боевое распоряжение, пишется на каждого. То есть это твой выбор. Каждый, то есть у мужчин нет такого, чтобы их выбор был. Многие говорят, девушкам на войне не место, наоборот, ведь никто не просил тебя туда приезжать. Вот. Ну, ты решил сделать это дело, так что дерзай. Боевые будни в зоне СВО – это прежде всего обустройство быта. Так и Марта начала свою воинскую службу со строительства блиндажей. Все лето, я помню, мы жили в лесу, там приезжаешь, тебя привозят в пустой лес. Ну, там есть соседи, там за километр, там справа-слева всегда либо мобилизованные, либо контрактники стоят. Также приезжают, окапываются, копают себе блиндаж, устраивают там и полевую кухню, и там медпункт маленький, даже церковь могут, что-то наподобие такого, чтобы батюшка приезжал, было место. Но постоянно тебя перебрасывают с одного леса в другой. Ты все кротом иногда чувствуешь, что постоянно только и копаешь, вот. И потом уже по несколько вот взводов забирают на боевые действия. Это уже там за пару километров вы буквально находитесь. Уже вас на точку соприкосновения отвозят. Братство у нас там всегда есть, кому обратиться там за помощью. Мы друг другу всегда там делимся, помогаем, как советами какими-то жизненными, так и в бытовой сфере всегда там вместе готовим, вместе там блиндаж строим. В зоне боевых действий все по-другому. Иной режим жизни, течение времени, отношения между людьми. Но самое трудное там, за ленточкой, привыкнуть, что стирается граница между жизнью и смертью. Звуком взрывов, наверное. Страшновато было. Даже на подвале где-нибудь сидишь, все грохочет в кругом. То есть страшно было, что ваше здание сейчас попадет. Особенно на открытом участке, где ты там ходишь, и постоянно взрывы. Где-то в блиндаже сидишь, лежишь. Там если прямое попадание, даже не прямое, но блиндажи, они никак не закрыты. Там несколько бревен всего у тебя на крыше. Так что было вот это страшно. И страх смерти тоже не сразу пришлось побороть. Где-то пару месяцев уже привыкаешь, там становится легче. Не знаю, понимаешь, война — это война, и как-то другие радости появляются, которые перетягивают на себя как-то. Ну, друзья, например. Занимаешься тем, чем ты хотел всегда, наверное, в военной службе. О своих боевых задачах Марта рассказывает скупо, что и понятно. Разведка — это глаза и уши армии, которые отслеживают действия и передвижения противника. Наблюдение ведется круглосуточно, с помощью оптики, беспилотников. И от работы этих подразделений зависит успех боевых операций. Следовательно, это и применение БПЛА, разведка, аэроразведка. А разведка — это и когда вот первые люди идут, чтобы дать координаты какие-то, кто там, какие отряды, сколько человек впереди нас. Под Антонским мостом или в Алёшках там мы долго стояли. В Рынках я была осенью, то есть это то место, куда армия ВСУ тогда прорвалась. Ну, страшно, когда вот на тебя там лодки, ты слышишь особенно. Вот ты сидишь, ничего сделать не можешь. Ну да, у тебя автомат и все, что ты одна сделаешь. Вот пытаешься связь там с соседями наладить. Есть, что рядом нету. Все есть, но все молчат, затихают всегда, когда наступление. Мы уже разбрасываемся по разным позициям. Вот по 5 человек, кто-то, значит, куда-то ушел, что-то нужно, либо за продовольствием, либо за водой один. Бывало такое, третий там растяжки пошел ставить. Вот. Потом все это связываешься со своими, приходят. Марта считает, что женщины не меньше, чем мужчины, способны на подвиг. Она видела таких там, на передовой. Они вытаскивали сослуживцев из-под танков. Марта и сама знает, каково это — под взрывами спасать боевых товарищей. Мы лежали вместе в лёжке, там, ну, разведчики на каком-то расстоянии, там, на 100, 200, 300 метров от друг друга. Может, даже больше, не знаю, там, сколько нас лежало. Но мы вдвоем с товарищем лежали, там, в 50 метрах.
И вот, может, он шевелиться начал, не знаю, может, перестал маскироваться, как-то вылез, не знаю, какой подцепили. Вроде нас не должно быть видно. Вот, просто услышала выстрел, услышала крик, и все. Уже подползла к нему и вытащили. Не смогла уберечься от ранения и сама Марта. Молодая девушка говорит об этом спокойно, сдержанно. И совершенно ясно, что это никак не повлияет на ее решение воевать дальше. Ну, просто граната залетела вот к нам в окоп во время штурма. То есть мы уже стали оборонялись. Вот неожиданно пошла артиллерия, пошли гранаты, потом уже сама пехота. Осколочное небольшое в ногу прилетело от гранаты, контузия была. Приехала в Казань уже, там, в госпиталь ветеранов попала, подлечилась немного, там через месяц я уже хорошо себя чувствовала. На взгляд Марты, если не считать боевых действий, то во всем остальном там, на СВО, обычная жизнь. Там с друзьями собираемся, сидим, карты можем до бесконечности играть. Что-нибудь приготовить там, чем мы там делали. Книги читаем, из гуманитарки иногда приходят. Итог первых 2 командировок Марты в зону СВО – боевые друзья, ранения, контузия, медаль за отвагу и взрослое отношение к жизни. На что-то смотришь уже с более такой зрелой, не знаю, точки зрения, что-то уже подрос, вот, уже поменялись интересы, уже, может, и круг общения изменился, и реально чувствуешь себя старше. То есть это не только время прошло, а сколько опыта уже получено. Вот. То, что ты разбираешься и в военном искусстве уже, наверное, и с артиллеристом можешь поговорить там, и с сапером каким-нибудь, и вы найдете общие темы там. До конца СВО хочется так хотя бы перерывами учиться, приезжать вот так вот, полгода учиться, полгода воевать. СВО закончить, к победе привести свои отряды, чтобы вернулись домой все целыми, живыми. Научиться чему-нибудь новому, закончить университет. Я думаю, вот этих лет еще, сколько нам воевать, мне хватит сполна. А дальше уже, может, переводчиком буду, либо преподавателем.